Так, вот режиссерская группа. Но здесь мы видим режиссера Дмитрия Давыдова, «Песня лета». Рядом с ним сидит Иннокентий Сивцев. Это осветитель Николай Кайтин. Он тогда был осветителем, а сейчас видели для этого, да, свою жизнь. Ну, как я уже говорил, то, что мы видим кино, это задумка режиссера. И он работает напрямую с главным департаментом, то есть он не парится по художественной части, он ставит задачи. И это уже головная боль художника-постановщика. Как кадр снять, это уже задача оператора-постановщика. Вот. Режиссер в основном работает с актером, да? То есть он говорит, мне нужна вот такая эмоция, да? Мне нужно, вот, чтобы ты так сделал. И когда идет съемка, он смотрит в экран и смотрит как зритель, и он понимает, это то, что он хотел, или не то, что он хотел. Если там какой-то технический косяк, мы переснимаем, да? То есть он, то есть там что-то попало в кадр, например, что не должно. Если актер не дорабатывает, то он с ним разговаривает, настраивает его. Бывает, кино это же маленькая жизнь, и там иногда сложные моменты актера должен показать. То есть актера надо настроить. И как бы, если там какая-то трагедия или еще что-то, режиссер обращается к группе, там тишина, никто не шутит, не шумит, снимается сложная сцена, и как бы прошу. Людей же много, они все хотят как-то развлечься. Поэтому такие моменты команда, конечно, все понимает и затихает. Актер настроился, по готовности актера мы начинаем работать. Сейчас появится. Там вот. То есть режиссер-постановщик – это политическое управление съемочным процессом. Второй режиссер, вот тут вот Ирина Пуп, это фильм «Наша зима», по-моему. Вот мы сняли какую-то сложную сцену на улице. Минус 50, оказывается, очень сложно снимать. Вот. То есть мы сняли, такие довольные. То есть она, получается, контролирует весь этот съемочный процесс. У нас, когда оператор с Москвы был, он не знал, что техника на морозе работает очень плохо. То есть догадывался, но не знал конкретно. Потом в каком-то эпизоде там колеса квадратные ставили на слайдах, и камера вот так вот двигалась. Не плавно ехала, да, как должна, как она в помещении в этой рабочей температуре. А минус 50 вот эти колесики, они замерзли, и вот он и ему пришлось как-то думать, чтобы... мы не смогли отказаться от слайдера, получается, слайдер тоже заносили в тепло, грели его. И когда все были готовы, быстро выносили слайдер, ставили камеру на него, и у нас было, условно говоря, 1 минута, чтобы снять этот кадр. Потом слайдер замерзал и начинал дергаться. С 5-й попытки мы, по-моему, это сняли, но до этого долго выясняли, что же нам делать. Очень часто вот эти вот все вещи, которые я говорил, там, слендер, моторчик фокуса, они на морозе отказывают. Они поработают 5 минут, потом они просто отрубаются, как молодой человек. И все, и как бы его нету. И то есть мы должны снимать без этого. То есть либо руками крутить, либо, как-то... То есть режиссер, который привык смотреть монитор, он стоит рядом с оператором, наблюдает визуально, и потом смотрит на твои бэки, получилось, не получилось. Потому что это стендер не работает, например. Вот. Это в частности, да? То есть всем этим процессом руководит второй режиссер. То есть кто где, она составляет календарно-постановочный план, и мы получаем каждый день вызывной лист на следующий день, да? То есть после смены. То есть художники видят, что снимается эта сцена, нужен этот реквизит, актеры знают, какой они эпизод снимают, получается, какой костюм должен быть, костюмер знает, художник по гриму знает, какой грим должен быть. Очень часто снимается, допустим, 5-я сцена, а через несколько дней 6-я сцена. И они должны совпасть, да? То есть мы, получается, восстанавливаем этот интерьер, этот костюм, полностью вид, как актер выглядел, да? Гримеры восстанавливают. Они фотографируют и точно так же гримируют. То есть мы на фильмах, на склейках уже разницы не видим, если они хорошо отработали.
Вот. Ну, то есть исполнительное управление съемочным процессом это вот второй режиссер. Ну, скажем так, на площадке это главный человек. Понятно, да? Так, это ассистент режиссера, хлопушка. У нее тоже очень важная роль. То есть вот эти, ну, дублей очень много бывает, да? Вы сейчас снимать начнете, вы, наверное, тоже начнете путаться в файлах. Поэтому я вам предлагаю отойдить человека, который будет следить, где удачный дубль, где неудачный. Имя этого файла поставить плюс, плюс-минус или минус. Ну, чтобы не париться на монтаже. Мы, допустим, недавно снимали, я в медиашколе еще работаю, небольшую короткометражку снимали, и мы там, у нас всего 6 сцен было, и то запутались в этих кадрах, удачных, неудачных. Ну, ребята там сами отобрали. Я такой еще думал, надо было, наверное, монтажные листы сделать, отмечать. Поленились, и в итоге, ну, не поленились, поспешили, давайте снимать, и потом уже целый день потратили, чтобы эти удачные кадры отобрать и восстановить. Вот. Ну и также часто ассистент режиссера помогает режиссеру, там, кофе принесет, или еще что-нибудь, ну, какие-то мелкие поручения режиссеру выполняет.